Сооронбай Джээнбеков принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, который посетил Кыргызстан с официальным визитом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях кыргызско-китайского двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Углублять и развивать. Во время беседы Джээнбеков подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества между странами. Акцентировал внимание на приоритетных проектах в сфере сельского хозяйства, транспорта и дорог. Глава государства предложил рассмотреть возможность облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем. Ваш нынешний визит в Кыргызстан, несмотря на пандемию, еще раз свидетельствует о решимости, готовности и твердости Китая укреплять, углублять и развивать наше стратегическое партнерство. Мы это очень высоко ценим, уважаемый господин министр. И я хочу особо отметить помощь наших китайских друзей в самое трудное время, во время пандемии, несмотря на то, что в самом Китае шла борьба, очень жесткая борьба с пандемией. Несмотря на это, китайское руководство, китайский народ первым и неоднократно оказал нам помощь в это тяжелое время, гуманитарную помощь. В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И зачитал послание Си Цзиньпиня, в котором говорится, что двухсторонние отношения между странами выдержали испытания, обусловленные вспышкой пандемии коронавирусной инфекции. И теперь необходимо сделать акцент на укрепление сотрудничества в постпандемический период, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Напомним, что накануне министр иностранных дел Китая встретился и со своим коллегой Чунгызом Айдарбековым, министром иностранных дел Кыргызстана. Айдарбеков также выразил просьбу оказать содействие в вопросе смягчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны. Реакция главы МИД Китая на просьбу Айдарбекова не сообщается. Напомним, что в апреле Сооронбай Джээнбеков в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпинем уже запрашивал помощь в обслуживании долга. В структуре внешнего госдолга 43,2% приходится на экспортно-импортный банк Китая, которому Бишкек должен 1 миллиард 775 миллионов долларов. Кроме этого, в этом году правительство запросило внешней финансовой помощи на 742 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом, большая часть из которых выделена в виде кредита. Действительно, Китай на сегодняшний день имеет важную роль в нашем центральноазиатском регионе. Поэтому и как и Россия, так и Китай, например, действительно надо признать, что они очень имеют широкое влияние, да, вот, на страны Центральной Азии. Поэтому, конечно, у нас особых каких-то территориальных проблем нету с Китаем. Мы уже решили, мы должны отойти от этого вопроса, потому что однозначно мы уже подписали пограничные, да, кыргызско-китайские соглашения о госгранице, утвердили все это. То есть это уже мы давно прошли. Напомним, что это не первый визит министра иностранных дел Китая. Весной прошлого года глава ведомства также был в Бишкеке с официальным визитом. Тогда особое внимание было уделено подготовке государственного визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Кыргызстан в июне в рамках участия на саммите глав государств Шанхайской организации. Айдан Атбеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.